Добрый день, уважаемые друзья канала культурного центра Рух Орду имени Чингиза Айтматова. Меня зовут Джамила, я гид 2016 года. И сегодня в рамках рубрики «Интересно, полезно и коротко» я расскажу вам интересные факты о первой книге и литературных деятелях кыргызского народа. Несмотря на древнюю историю кыргызов, а также на богатую устно-поэтическую литературу, печатное кыргызское слово возникло только в начале 20-го столетия. И это при том, что рунические письмена, надписи на камнях появились в еще раннее средневековье, а это 11 и 12 века. Первые же письменные памятники, сохраненные в китайских скрижалях и найденные в виде их переложений на китайский язык в архивах Китайской Народной Республики, имеют вовсе интересную и удивительную историю. Это памятники, опубликованные в начале 2000-х и переведенные с китайского на кыргызский язык, представляют собой дипломатическую переписку древних кыргызских каганов с китайскими правителями еще до нашей эры. Итак, первая кыргызская книга была напечатана и издана не в Кыргызстане, а далеко за его пределами, а именно в Казани в 1911 году. Автором книги был великий акын-письменник Молдо Кылыч. Книга его называлась «Кыса из Илзала» и поведала о землетрясении 1909 года на севере Кыргызстана, на востоке Чуйской долины. Книгу снабдил своим послесловием Ишенелы Арабаев, который потом создал первый кыргызский букварь, написал учебник по кыргызскому языку для начальных школ и заложил основу научной грамматики родного языка. Книга Молдо Кылыча оказалась первой ласточкой, возвестившей о начале новой, но уже печатной истории кыргызского народа. За ним опубликовали свои книги стихов и проз Касым Тыныстанов, Ишенелы Арабаев, Алы Токомбаев, Касым Баялинов и многие другие. Кыргызская литература 20 века с таким именем мирового значения, как Чингиз Айтматов, с такими выдающимися мастерами художественного слова, как Осмонов и Касымбеков, стала фундаментом новой национальной культуры литературного языка. Говоря о кыргызской литературе, обязательно необходимо упомянуть о Касыме Тыныстанове. Он был поэтом, фольклористом, педагогом, литературоведом, переводчиком и создателем грамматики кыргызского языка, а также основоположником кыргызской литературы. Тыныстанов разработал первый кыргызский алфавит на основе арабской письменности, затем принимал активное участие в его замене на латинский, а затем и на кириллицу. Его доклад под именем и названием «Основные принципы создания нового алфавита» стал первым научным трудом в кыргызской лингвистике. Если говорить о кыргызских языках, которые входят в рейтинг самых популярных в Кыргызстане, это, конечно, произведение Чингиза Торекуловича Айтматова. Он известен далеко за пределами нашей страны и горячо любим на родине. Также в этом списке сборник стихотворений отечественного автора Алыкула Осмонова и эпос «Манас», чаще по версии Саяхбая Каралаева. Говоря об эпосе, стоит упомянуть, что сказители эпоса используют необычный и уникальный в своем роде мотив, который присущ только эпосу «Манас». Текст имеет форму, характерную для кыргызской народной поэзии. Во всех вариантах «Манаса» используется стихотворный размер из 6-7 сложных силлабических слогов. Как литературное произведение, эпос уникален не только благодаря размерам. В нем описано около 600 героев, самое большое количество персонажей в варианте Сагымбая Орозбакова. Главными героями эпоса являются Манас, Ханыкей, Бакай, Чайырды, Алмамбет и многие другие. В роли же отрицательных персонажей описаны Конурбай, Нискара, Кончоро, Джолой и другие. В древнем эпосе также встречаются более 800 топонимов. Для сравнения, в одном из самых крупных произведений мировой литературы, в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» всего около 500 героев. Читатели изучают древние сказания на русском, китайском, английском, немецком, монгольском, чешском, уйгурском, казахском, фарси и на многих других языках. А сколько книг кыргызских авторов читали вы, дорогие друзья? Поделитесь с нами в комментариях. А я же была рада провести это время с вами. Всего вам самого наилучшего. До свидания.